Сегодня нахожусь на кладбище в Араду. Общесельское грузинское кладбище. Довоенное. Относительно, не скажу, что ухоженное, но и не запущенное кладбище. Дороги есть, проезды есть. Как бы вот так все выглядит. У многих стоят памятники. Где-то лежат, но в основе своей как бы здесь начало кладбища. Я так прошелся, почистил проходы для камеры, но в общем 10% ухожено кладбище. Как бы стоят памятники, оградки. Все нормально. Можно найти человека при желании. Многие могилки встретил, которые не закончены. В смысле, бетон залитый, цоколи готовые, но ограды он никогда не видел. Есть вот такого плана. Тут вот деревья падали, разрушили многое. Деревьев падало много, потому что по платформе видно много упавших деревьев, причем не маленьких деревьев. Есть вот такие вот бока не заросшие, но внутри понятно, молодой парень похоронен, крыша стоит, оградка есть, просто видно, что здесь лет 30 никто не был, как бы, но все целое стоит на окраине, больших деревьев не видел. Есть запущенные могилы, прям не зайдешь в них, но это нормально, можно так сказать. Есть вот такие большие деревья внутри стоят, которые уже как деревья не являются, сухие, сухостои, но упав, это дерево разнесет здесь все и ограду поломает. Вот такие саркофаги увидел. Памятника нету как такового, но здесь у соседей есть. И камни, и все стоит. Здесь вот так все выглядит. Крыша. Кто-то выкладывал на могиле стены из блока. Я так скажу, здесь в те 10%, которые я говорил, ухоженные, попадают вот такие могилы. Это ухоженная могила. Здесь ребенок похоронен маленький. Все чистенько, отдельно. Ну, калитка, может, поломалась, может, где-то сняли, чтобы коровы ходили. Как бы, ну, эта могила ухоженная, чистая. Внутри кто-то свечку ставит периодически. По всей видимости, родственники бывают на могиле. Вот такого тоже плана. Не скажу, что она запущенная могила. Подготовленная. Вот она.
внутри. Есть, складывается впечатление, что кто-то ухаживает за ними. Вот тоже могилка. Памятник накренился. Видимо, какие-то катаклизмы его накренили тут. Человек бы захотел поломать, поломал бы, но стоит. Стоит, прям хорошо стоит. Вот тоже могилка запущенная. Здесь дерево стояло. Как бы. Вот молодой мужчина похоронен. Здесь тоже еще, но не видно там. Не расчистишь так. Здесь пепелище кто-то сжигал. Или просто подожгли и так пошло. Вот все вот в таком состоянии. Чистенько. Ну, в общем, ходить по кладбищу можно. От начала до конца. Я пошел, просто колючки пообрезал, чтобы на видео было видно. Вот памятники стоят, оградки целые. Вот там видел молодую девушку похороненную. Вот родовая тоже могила. Сыростью просела, кратко сгнила, но все целое, ничего не тронуто. Так. Все вот в таком вот состоянии. Ходить здесь можно. Если делать поиск, нужны чуть более точные координаты, потому что могилы на большом расстоянии друг от друга находятся. В общем, здесь есть пролеты между могилами и по 20 метров. Хотя вроде как бы кладбище сельское, но пролеты очень большие. Вот как вот здесь, допустим, вот крыша, и вон следующее кладбище уже метров через 25 друг от друга. Тропинки натоптанные, скот отсюда ходит. И вот я вышел ко второму выходу в кладбище. Вход. Вот здесь разрушенная вон крыша, внутри валяется. Видимо, ветки падали. Все разрушили. Но все относительно целое. Мешки с цементом лежат, видимо. Люди завезли, хотели что-то делать, но не успели. Вот могилка ухоженная. Чистенько, все почищено. Вот могилка. Тоже ухоженная, можно сказать. Цветочки. Ну, памятники лежат, но их надо переустанавливать по-хорошему. Здесь вот ни травы, ничего нету, но лежит стакан. Камни установлены неправильно. Вот теперь вон там сторона. Я уже дошел до второго входа в кладбище. И иду обратно. Буду держаться левой стороны. Тоже вот ребенок похоронен. Чистенько, ухоженно внутри. Кто-то здесь чистил, я так скажу. Внутри нет колючек, растут цветочки. Вот такого плана. Видно, закладные ставили, но ограды не было здесь. Вот тоже 76-77 год. Годик ребенку. Запущенная.
деревьями заросшая. Вот могилка крашеная, что немаловажно, чтобы люди понимали, это могилку, эту ограду кто-то красил в ближайшие лет 5. Вот под этой краской видна старая краска, и вот так вот покрашена. Краска сама по себе не хорошая была качеством, но сам факт того, что она красилась недавно на лицо. Вот внутри столик, кресты. Вот мраморные камни стоят, гранитные камни. Ничего, ни деревья их не закоцали, ничего. Вот тоже камни лежат здесь внутри. Как бы все относительно. При желании можно это все восстановить вообще без лишних проблем, если будет желание у людей. Завалил кто-то дерево, чтобы оно сильно, наверное, не разрасталось. Вот падали здесь ветки, деревья. Вот такой камень лежит. На двоих, в общем, могилка на 4. Такая вот, видимо, вот такая ограда была. Ну, как бы относительно здесь при желании можно все, что хочешь найти. Любого человека здесь будет. Если будете знать, кто похоронен рядом, допустим, через могилу, даже если будет упавший памятник, сейчас каждый здесь не поднимать, можно найти. Вот такие вот. Сухостой кто-то сжег, и вот так здесь. Ну, в общем, чисто. Ходить можно. Все заросшее ольхой. Много ольхи растет. Вот много здесь таких вот деревьев упавших. Вот у человека росло дерево, упало и накрыло 3 могилы. Ну, в общем, все вот так. Я бы постарался уложиться 15 минут этим видео. Все здесь есть, все чистенько. Любой момент как бы можно приехать, найти, кого пожелаете. Также восстановить при желании. Как бы вообще без проблем здесь. Вот много могил, которые с минимумом вложений можно привести в порядок, чтобы было все чистенько, ухожено. В общем, все вот так.